Друзья, всем привет! Ребятки, мы в таежной сказке. Приехали попытать счастье на Харюзе. У нас резкое потепление, -1, хотя позавчера было -32. Не знаю, добрались по зимнику на лесную речку. Кстати, я сегодня с Григоричем, мы осенью здесь были. В принципе, для наших мерах, для нашего региона по Харюзу мы здесь неплохо отловились. Ну вот уже были на одной ямке и переходим на следующую. Григорич ушел, уже задержался, ставил закидушки, наделал закидушек и на каждой яме буду оставлять. И уже на обратке будем идти, смотреть, проверять. Лыжи липнут, ребята. Чувствую, сегодня рыбалка будет трудовая. Ямы небольшие. Короче, 15 минут пробурились. Есть поклевка, нет поклевки, ушли. Вот такая рыбалка. Вот так что, ребятки, не знаю, что у нас получится сегодня. Ну, будем надеяться, что все получится. Так что вперед. О, ребятки, пробираюсь. Кстати, мы с Григоричем здесь были в декабре. 17 километров на лыжах, 12 ям, 150 лунок и ни одной поклевки. Изрядно снега поднавалило. Короче, ребятки, ну явно дело, да? Ну-ка, середина марта. Не знаю. Вот, ребятки, очередная ямка. Вот так спускаемся, лыжи оставляем, буримся. Нет, идем дальше. Еще одна ямка по нулям. Он сделал. Да, я снимаю, бать, разговариваю тут с пацанами своими. Сделал закидушки такие, ребят. Получается, из фанеры выпилил 2 самореза, 2 крючка на 1 червь, на 1 опарышек грузила. Ну и будем оставлять, будем смотреть. В течение дня, может, вышел, даже хотя бы тронул, не тронул. Для нас будет это интересно. Вчера сделал за час, в принципе, 2 поводочка, небольшие крючочки. Ну вот таким образом будем насаживать. Так, друзья, еще одна яма позади. Поставил пару закидушек там. В принципе, смотрел, ребятки ловят, оставляют. Ну и в течение дня будем смотреть потом. Ну, точнее, не в течение дня, а уже на обратном пути буду заходить, смотреть. Может, что попалось, может, трогал. Вообще есть рыба, дергается, нет. А так пока переходим на следующую. Такая пойма. Ну, тут только на лыжах, ребятки. Даже если есть техника, здесь замучаешься на ней проходить, потому что путика основного нету. Сам пробираешься как-то вот так через деревья. А так классно. Тайга красивая. Такое место интересное. Не тронуто тут так сильно, знаете, людьми. Тропинок никаких нету. Ну, с Григоричем. Григорич эти места знает как свои 5 пальцев. Знает, где ямки. Вот такие дела, ребятки. Ну, тяжело сегодня будет рыбачить 100%. Лыжи липнут. Ну, короче, прям. Вот, ребята, лёжка, волчья лёжка. Следы заметены уже, но где-то видно. Че, бать, пришли еще на ямку. А здесь под березой, помнишь, тогда в декабре? Что-то цеплялось у нас там, непонятно. Ага, ну давай пробуем тоже здесь еще. Потом, как обычно, перейдем и туда. Потом я вперед пойду, потороплю.
Вали, блядь. Григорий взял мой бур и сказал, ну его на, не будет. На поинге засадил корягу, блядь. Григорий старый рыбак, знает, что делать. Так, третья ямка, ребят, продолжаю расставлять жерлицы, ну как, закидушки вот эти. Еще раз повторюсь, вот так сделал. 2 саморезика, фанерка на работе, 5 метров лески и 2 крючка. Немного свинца, все, в принципе, не жалко. Оставляю вот ямку, проходим, бурим, оставляю, иду дальше как бы. Пацанов посмотрел, рыбачит, думаю, дай-ка тоже попробую. В течение дня мало ли выйдет, ну и уже будем знать, что или выходил, или не выходил. Вот еще тропа. И вон там еще тропа. Вон тропа, да. Много волков, ребят, здесь. Очень много. Одни волки, короче. Первая рыба, ребята, сегодня. Но у Григорьевича сход Хариуза здесь сразу был. Вот. И вот у нас называются юарики, не знаю. У кого как, пишите, как называется такая рыбка. Не знаю, как еще умудрился. Мормышка больше в 2 раза. Ребятки, есть харюзок. Как-то его, слышь, забагрил, мать, в жабры, блин. Нифига, да, вон, смотри, ты его за жабры поймал. Ну я говорю, забагрил. Забагрил. Ну вот, отловились, короче. Первый. Ну, очень мучительно. Ребят, буримся жестко вообще. Григорий еще вот был сход здесь один, и вот рядом сел, как бы, зацепил.
духи свои вот эти. Вот у него покрупнее, черный такой. Прикольный. На парыш взял. Червя там разбиты, весь червь разбитый. Очень много зацепал, да. Лесная речка, что делать, бля? Мормышку жалко просто. Хорошая мормышка. О, спасает, как хорошо. А? Да, спасает, да, это дело. Иной раз. Так бы хана бы было. Все, отцепил. 3 секунд жду, друзья. Очередной переход. Такая рыбалка. Очень сложная. Лед, ребята, сырой. Бурится тяжело. Ну и местами метровый. Здесь надо дури иметь ого-го. По рыбе, ребята, не важно. Ну, точно знаю, что есть здесь экземпляры по полкилограмма, 400 грамм, как бы есть такие. Ну, надо искать. Все дальше заходим вглубь тайги, все дальше по пойме. Сидели сейчас, обедали, вот пару жиганов вышло, но харизом это не назвать. Ой-ой-ой. Так что, ребятки, чистит лыжи. Ну, реально, ребят, вторым еще идти более-менее, вот. А кто бьет колею, то вообще жестко потепление. Хотя на выходных уже минус 27. Хрен знает, что за погода весенняя у нас. Новое место. Только пробурились, Григорий еще отпускает удочку. Взял, ребят, красавец. Хороший. Жарево какой, ребятки. Шикарный просто. Таких можно, да, бать, потаскать? Достойный хариус. Ну, для наших мест, ребятки, это реально достойный. Хапнул сразу, не разговаривая. Еще 150 будет. грамм 150, да, 200. Что, друзья, 8-я яма. Силы уже, конечно, подистощались. Тяжелые переходы, много буришь, лед метровый местами, тяжело все как бы. В принципе, в своем возрасте как бы уже устаю немного. Не знаю, как батя себя показывает, но молодец. Вот таких я людей уважаю. Всю жизнь он отдал своему делу любимому, рыбалке, с детства. То бишь, ребятки, стаж у него около 60 лет. Вот так. Григорий, давай аккуратней. Ну, спуск такой сразу. Опа! Григорича нету. Спуститься-то одно слово, а подняться как? Подняться-то есть тут можно. Ладно, придумаем что-нибудь. Так, очередную ямку пробурили. Поклевок не увидали. Вот сейчас надо как-то залезть, ребятки, нам сюда вот. Григорьевич, как думаешь, как будем залазить?
Залезем, да? Ну давай пробовать. Красавчик, молодец. Залез. Божьей помощи, блядь. Спасибо тебе. Самое... Ребятки, ну правда у нас метель сейчас была 2 дня. Вот видно Лёшка Волча. Вот он спускался, ночевал здесь. И может быть кому-то будет полезно в плане охоты. Вот. Все переходы, ребята, он реально идет по реке. То бишь зверь не дурной. На лыжах, в принципе, да, вот идешь более-менее. Но сегодня очень тяжело, потому что снег липкий. В принципе, так-то лыжи-то мы не боимся. Ходим постоянно на лыжах. А зверь не дурной, на льду снега мало. И все переходы у него по реке. В плане, допустим, какие-то загоны устраивать. Если есть рядом какая-то река, вот в принципе, как советик. Вот такие дела. Явно он сейчас по снегу не сможет передвигаться. А вот по реке он спокойно ходит. И чаще можно увидеть его, встретить вот именно на реке. Провалиться. А? Он по горло будет, наверное. Это палка-то, блядь, туда, блядь. А там по горло будет, если туда ступануть. Это у этого, блядь. Да. У бобров. Бобры там живут. Ребятки. Вот такие гарики попадаются. Беги. Ребятки, смотрите, кого на донку поймал. То ли бычок, то ли ротан. Чисто так он заглотил, блин, надо как-то его операцию сделать. Григорий говорит, как дарга по-нашему называется? По-нашему дарга, ребят. А по-вашему как? Вот такой монстрик прикольный. Что, друзья, на предпоследней яме прикольно наблюдать, как Григорьевич матерится, что у него и рыба не клюет. Ну, в принципе, да, ребят, жестко, конечно. Пошел снег, погода такая испортилась. Пробуем, предпоследняя яма, и не знаю. Ну что, друзья, вышли на зимник, погода испортилась к вечеру, снег валит. Но добрались, ребята, все сырые насквозь. Вот можно посмотреть полностью. Я сырой, короче, все ноги сырые. Вот такая, ребят, рыбалка. Вот такой активный отдых у нас получается. Ну, хорезина рыбалка, ребят, бывает такая, в принципе. Ну, пару рыбалок в глухоземье, ребят, просто настроения никакого. Ну, попробовали харюза добыть, но в итоге никак. Ну, все равно увидели. 3-4 штучки вы поймали. Один там достойный и жиганье, короче. Все, машина должна по времени подъезжать сейчас. Выезжать еще, ребятки, много. Около 10 ям протопали, около 5-6 километров мы прошагали. Красивая природа.
Руки, ребят, болят. Лунок 150 за мной. Вон Григорич стоит. Короче, как-то так, ребятки. Ну, я думаю, все впереди еще. У нас еще рыбалка только начинается, грубо говоря. Так что все нормально.